Здравствуйте! В эфире «Добрые люди» – программа о тех, кто считает своим долгом и призванием сделать этот мир немного лучше. По мнению экспертов, некоммерческие организации являются важным сектором экономики, и они же зачастую выступают инициаторами многих социальных реформ. О важности социальных инициатив, роли НКО в современном обществе говорилось в наших предыдущих программах. А вот во втором цикле эфиров программы «Добрые люди» мы продолжаем рассказывать истории неравнодушных людей и знакомить вас с руководителями НКО, их работой, сложной, интересной, важной, все это одновременно. Ну а теперь к сегодняшней теме. По данным ТАСС, более 3 миллионов и 700 тысяч человек за последние 6 месяцев прибыло в Россию с территории Украины и Донбасса с момента начала специальной военной операции. Из них больше полумиллиона – дети. Российское правительство оказало беженцам материальную помощь в размере более 7 миллиардов рублей. Указом президента Владимира Путина для беженцев из ДНР и ЛНР и, в принципе, со всей Украины были установлены ежемесячные выплаты, в том числе пенсионные, в размере 10 тысяч рублей. Наша республика также приняла на своей территории вынужденных переселенцев с Украины и двух народных республик, освобожденных, создав для них комфортные условия для проживания и обучения. Министерство и ведомства республики наряду с некоммерческими организациями продолжают активную работу по оказанию материальной и иной помощи людям, вынужденным покинуть свой дом и буквально начинать жить заново. Что было сделано в этом направлении, что реализуется на момент и что планируется сделать в обозримом будущем, расскажут наши сегодняшние гости. Давайте я их представлю. Итак, у нас сегодня Алина Айдарова, министр труда и социального развития республики, Альбина Дзоблаева, председатель Северо-Остинской общественной организации объединения многодетных семей, и Клим Галиев, глава регионального исполкома Народного фронта в республике. Мы ждем еще двух гостей, но пока я предлагаю начать беседу. Итак, давайте расскажем. Вот наша республика, она в принципе одной из первых изъявила готовность и желание принять вынужденных переселенцев с Украины. Это было, если мне не изменяет память, еще в конце февраля, и уже 3 марта прибыли первые беженцы. Пожалуйста, давайте вернемся на несколько месяцев назад и расскажем, как оно происходило. Да, на самом деле мы изъявили желание и возможность принять граждан, которые были вынуждены покинуть территорию Донецкой и Луганской народных республик. Была обозначена цифра, это 600 человек, то есть республика была готова принять. И к нам уже стали поступать организованные группы этих граждан. На самом деле, как вы правильно сказали, с марта текущего года мы начали принимать. Были определены пункты временного размещения в соответствии с постановлением правительства республики. Ну, можно сказать, что с того момента в республике уже было принято более 600 человек, даже более 600 человек, но кто-то из них уже вернулся обратно, изъявил желание вернуться. На сегодняшний день у нас в республике 467 граждан этой категории, из них 165 детей. И из этого количества 142 человека, они находятся в пунктах временного размещения, а остальные 325 – это граждане, которые расселились самостоятельно, пока временно у знакомых, у родственников. Давайте поприветствуем вашу коллегу Эллу Алибекову, министра образования и науки республики. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Еще Амурхана Кусова мы ожидаем и продолжаем разговор. Какие меры были предприняты по оказанию помощи всевозможной? Там и материальная помощь, и психологическая помощь, ведь люди действительно сорвались с насиженных мест, оказались в незнакомой абсолютно обстановке. Первоначально, конечно, тех граждан, которых мы разместили в пунктах временного размещения, естественно, они были обеспечены всем необходимым сразу, то есть продуктами питания, предметами первой необходимости, одеждой. Те, которые самостоятельно размещались, мы также силами наших комплексных центров социального обслуживания проводили обследование этих граждан, составлялись акты, фиксировалась нуждаемость в чем-либо, и также они обеспечивались всем необходимым. Чего на первое время не хватало? Ну, и одежды не хватало, и обуви, особенно детям.
Материальная помощь, это которая была установлена постановлением правительства Российской Федерации в размере 10 тысяч рублей, и единовременная материальная помощь. Мы также, вот наше министерство непосредственно, мы занимались сбором документов и оперативно отправляли в Ростовскую область, потому что через них шла эта выплата, и до сих пор это осуществляем эту работу. На сегодняшний день могу сказать, что 558 человек получили эту помощь в размере 10 тысяч рублей. Ну и продолжаем работу. Вот как вы сказали, вышел указ президента Российской Федерации о установлении выплат. В принципе, это аналогичные выплаты, пособия, льготы, которые установлены для граждан Российской Федерации. И пенсионные, и для инвалидов выплаты, и для женщин, родивших детей, допустим. Вот у нас есть одна такая женщина, которая в Томиске родила в июле ребенка. Это единовременная выплата при рождении ребенка. И детские пособия также установлены. Сейчас как раз мы получили уже порядок осуществления этих выплат. Начинаем работу по сбору документов, оформлению. И будем работать. Выплаты эти установлены пока что на 6 месяцев текущего года, то есть до конца текущего года с июля. Где в основном размещаются переселенцы, беженцы? В пунктах временного размещения у нас сейчас в 4 пунктах временного размещения эти граждане. Это санаторий наш, детский реабилитационный центр «Томиск», потом санаторий «Томиск» взрослый, который к курортам Осетии относится, санаторий «Юность», это в ведении Министерства здравоохранения находится, и санаторий «Осетия», тоже к курортам Осетии, вот подразделение их. Вот в этих 4 пунктах размещены. Что касается документов, оформления документов, какая здесь была проведена работа, и сейчас у всех ли на руках есть вся необходимая документация? Ну, в принципе, у всех граждан были на руках какие-то документы. У нас не было никаких проблем с оформлением вот этой материальной помощи. То есть мы документы также переводили с украинского на русский язык, чтобы легче было это все. Ну и что могу сказать, все граждане сейчас обратились, ну не все, а кто желает, да, обратились в миграционную для того, чтобы статус получить. Это по желанию их. То есть проблем с этим никаких нет. А верно ли, что какой-то небольшой процент от тех, кто прибыл, они уже вернулись обратно? Да, да, Есть такие, да? я же сказала, у нас с начала вот этой работы более 600 человек прибыло на территорию республики. Сейчас на сегодняшний день 467 человек находятся. То есть какая-то часть уже вернулись. А те, кто остался, у них в планах есть возвращаться, или они планируют, напротив, остаться здесь и пустить корни? Вы знаете, мы прям такую работу не проводили по опросу. Пока что мы их принимаем как родных. Они на самом деле, вот недавно мы еще с руководителем Томиска, нашего детский реабилитационный центр, разговаривали. Она говорит, они уже просто как родные для нас стали. Поэтому, если у них такое желание возникнет, мы, конечно, не будем возражать. Ну, посмотрим, как будет складываться. Конечно, им и домой хочется, я так думаю, потому что ну, любому человеку этого, наверное, хочется. Ну, пока что обстоятельства, наверное, не позволяют им этого сделать. И, естественно, вот в продолжении этого наши психологи Министерства здравоохранения, психологи управления МЧС по республике проводят пролонгированную вот эту психологическую поддержку, помощь с этими гражданами. Общероссийский народный фронт сформировал волонтерский штаб для помощи беженцам из освобожденных республик еще в самом начале, на старте специальной военной операции. Что было реализовано и какую помощь сейчас продолжаете оказывать нуждающимся? Ну, там не только Народный фронт, там был штаб акций «Мы вместе». Да. Этот штаб он был организован еще во время пандемии и не прекращал свою работу, и когда вот специальная военная операция началась, мы уже прогнозировали, что наша помощь будет нужна, и даже вот пункты временного размещения там было не все так просто. Вот Алина Казбековна не даст соврать, они не были до конца готовы, надо было помочь, чтобы все это было приготовлено. И потом уже, когда было озвучено примерно начало их заезда, мы уже прямо от встречи, вот мы на железнодорожном вокзале, вот наша
вице-премьер Лариса Александровна Туганова лично там руководила этим всем процессом. Мы все дети прям с таким желанием подбежали, похватали там сумки до автобусов, потом сели в автобусы. У меня уже даже было ощущение, что мы, наверное, мешаем им, но все, никто не хотел там их оставлять самих, одних, все понимали, откуда они приехали. И вот вплоть до пункта временного размещения приехали с ними, помогли там расположиться. И вот там уже, конечно же, флагманом в этой работе было Министерство соцзащиты. Мы уже ориентировались на то, что нам уже скажут люди из министерства, это и Алина Казбековна, и Эльвира Торчинова, уже ориентировались на них и общались с самими беженцами тоже. Ну, максимально доброжелательна была обстановка вот на тот момент. И уже потом, к тому времени, уже у нас был собран определенный такой запас гуманитарной помощи. В основном это были средства первой необходимости, это и моющие средства, и там мыло, зубные щетки. Мы уже заранее бросили клич бизнесменам, все откликнулись, и был такой хороший запас нами уже подготовлен. Такой, то, что надо будет на 100%. Да? И уже когда мы это развозили, заодно собирали их потребности. И вот тогда уже было озвучено обуви такой-то, таких-то размеров, что прям мы создали такой ресурс, интернет-ресурс, куда были размещены потребности. А вот бизнес-сообщество тоже видело. И откликались, вот я готов там 30 пар тапочек приобрести. Давай вези, все, привезли, мы сразу тут же отдали, вручили. То есть вот в таком ритме пошла работа. Но очень активно Амурхан работал, но он сам расскажет. Амурхан, который к нам присоединился он сам только расскажет что. то, что он делал, молодец. Ну и уже начали, когда уже в основном вопрос с размещением был решен, уже мы уже захотели как-то и досуговую часть, там сказать, то это и организация там экскурсий, походы в театры, там в кино. Вот я знаю, Лев Лалиев там говорит, а я парикмахерские туда привезу, чтобы их постригли, а я им то привезу. И много органов власти тоже откликнулись. Большое всем спасибо. Пунктам временного размещения большое спасибо, огромную работу провели. И вот как у них все наладилось. Ведь волонтерская помощь когда нужна бывает? В самом начале, да, когда вот с этими даже пособиями, да, это же все администрирование. Пока это все наладится, вот этот промежуток времени нужно бывает поддержать государство, поддержать органы власти. Ну, вот это мы делали. Потом же, когда все на поток пошло, тут и с нас нагрузка снизилась. Ну, обращения все-таки поступают и до сих пор. И пытаемся оказывать помощь. Но все-таки вот на данный момент основная нагрузка на пунктах временного размещения. Там великолепные руководители, которые справляются, ну, на мой взгляд, справляются очень хорошо. Амурхан, вам удалось поддержать в тот самый момент власти, руководство и обеспечить всем необходимым вынужденных переселенцев, детей? Всем добрый вечер. Вот, прошу прощения, только присоединился к диалогу. Хочу, мне показалось, что мы говорим почему-то в прошлом времени. Потому что мы вспоминали то, что происходило в самом начале. Работа как проводится по сей день. Да. И довольно-таки количество обращений, я бы не сказал, что прям очень намного уменьшилось. Нужно отметить, что количество обращений, вот даже сегодня 4 семьи обратилось за помощью. Там, с какими просьбами? Подгузники, средства личной гигиены, бытовая химия, продукты питания, потому что не все разместились в местах пребывания вынужденных переселенцев. Я бы сказал, много людей приехало самостоятельно, которые живут на квартирах, у родственников, товарищей, друзей. И работа продолжается по сегодняшний день.
У нас есть такой интересный проект, называется «Вешалка добра». Министерство труда и социального развития совместно с фондом «Быть добро» этот проект реализует. Каждую субботу минимум 70 актов передач мы оформляем. И это не только, чтобы вы понимали, это акт передачи, это не один человек, приходят же с семьями. За каждым актом это несколько людей, которым оказана помощь. И нужно отметить, что вынужденные переселенцы каждую субботу приходят в центр «Мой бизнес», Шмулевича 8Б, центр прямо за манежем находится. Если кто-то услышит, пожалуйста, приходите. С 10 до 4 получают помощь, начиная от одежды, там, продуктовые наборы, всегда регулярно для наших людей. Потом канцтоварами мы помогли, чтобы вы понимали. К старту учебного года. Да, ну, хочется отметить, что, конечно, руководство республики в лице Сергея Ивановича Миняйла и правительство республики очень большую помощь оказали. Я, если честно, в своей памяти не помню, чтобы так массово дети получили к 1 сентября канцтовары. Во всех школах, я несколько школ посетил 1 сентября, так дети рады были подаркам, и родители тем более. Помимо этого, все-таки канцтовары — это расходный материал, быстро все заканчивается. Мы, естественно, до сих пор выдаем канцтовары и будем выдавать. И у нас есть желание вот совместно с Министерством труда и соцразвития, нам есть готовые списки. Чуть позже мы снова отправимся по тем семьям, чьи родители погибли на специальной военной операции. И вот их детям тоже будем поддерживать, чем можем. Потом хочется отметить, что помимо всей деятельности проекта мы отправляем гуманитарную помощь по сегодняшний день, в том числе и жителям Донбасса, и непосредственно нашим солдатам. Есть такая добрая акция «Посылка солдату». Эта акция, она необходима, потому что люди сами просят, хотим что-то отправить, хотим что-то сделать, свою заинтересованность, я не знаю, хотят сделать доброе дело. Вот буквально 2 недели назад мы отправили 14 тонн гуманитарного груза для наших бойцов. Это там, начиная от каких-то элементарных вещей. Предметов первой необходимости. Да, вплоть до серьезного различного там оборудования и так далее. И хочется отметить, что жители нашей республики очень открыто, отзывчиво, я не знаю, максимально активно принимают участие в этой акции. Помимо того, что бизнесмены, а как правило, бизнесменам одни и те же помогают всегда. Нужно вот реально им большое спасибо за вот этот, за их щедрость. Но вынужден подметить, что все-таки большую помощь оказывают жители республики. То есть гражданские активисты, жители нашей республики. Вот бабулька принесла хозяйственное мыло, 3 куска принесла на проект «Вешалка добра». 3 куска мыла. Я, говорит, хочу, чтобы солдатам передали. То есть такие истории есть трогательные, где люди приносят, вот старшее поколение, бабулечки, там, закатки, там, еще что-то. То есть вот сейчас скоро холода, у нас уже сколько носков ждут отправки на Донбасс нашим солдатам. То есть это очень трогательно. На этой трогательной ноте я вынуждена вас прервать, потому что мы все рабы эфира, эфирного времени, мы прервемся на рекламу и вернемся обратно в студию. Спасибо. А хотя мне говорят, что мы пойдем навстречу сегодняшним гостям и уберем рекламу. Так что продолжаем разговор. Итак, Амурхан, но вы не против, если я дам вам все-таки передам слово тем, кто сегодня еще не выступал? Давайте сначала Альбина Дзоблаева, как многодетная мать, расскажет. Вот вы, наверное, помните, да, когда приехали дети, и вам, как никому, наверное, отозвалось вот их состояние, и вы поняли, в чем они нуждаются. Расскажите. Ну да, добрый вечер. Очень много добрых слов было сказано. И
естественно, мы тоже не остались в стороне, потому что, ну, я вообще считаю, что благотворительность – это состояние души. И когда человек видит какую-то нужду, то, конечно, мы не можем проходить мимо. И наш народ, остинский народ, всегда был гостеприимным народом, жертвенным народом. Мы всегда протягиваем руку, и наша организация, конечно, не осталась в стороне. И мы тоже систематически мониторили и мониторим до сегодняшнего дня, и изучаем потребности этих детей. Мы выезжали и в Томиск, и в Осетию, и в юность тоже выезжали, смотрели, общались с детишками. Конечно, первое время это очень тяжело было. Вот в Томиск мы выезжали с волонтерами, с психологами выезжали, и дети, конечно, кто-то испугался, да, вот бомба взорвалась, и ребенок не разговаривает, сидит, плачет. Конечно, это очень трудоемкая работа, вот. Но мы всячески старались привозить им и игрушки, и развивающие какие-то игры, и, ну, вот было сказано, и одеждой, и едой, вот, и даже играли мы с ними, с детишками. Ну, мониторим, помогаем, конечно. Вы можете сейчас сказать о том, что наметилась положительная динамика, и вот в сравнении с тем временем, сегодня это уже другие дети? Конечно, конечно. Они более открытыми стали, вот, они уже нас знают. Мы когда приезжаем, к примеру, вот совершенно недавно мы тоже посетили юность, потом детишки сами ко мне на работу приезжали, мы их одевали, и канцтоварами помогали, и они уже, мне даже показалось, что в них течет вот этот вот остинский какая-то не кровь, ну, кровь, конечно, не течет, но вот уже зародилась в них вот это вот авшарм, садар авшарм, вот этот вот, да, вот. Они на работу ко мне приехали, и малыши хватали там какие-то вещи, и старшие говорят: тихо, стой, спокойно, стой. Вот так, ну, очень приятно было, конечно. Ну, дети все хорошие, чужих детей не бывает. Мы благотворительной деятельностью занимаемся 15 лет, поэтому нам все равно, какого цвета кожи и крови, это наши дети. И, конечно же, мы никогда не останемся в стороне, и мы очень хорошо взаимодействуем и решаем общественно-социально значимые какие-то вопросы с Министерством труда и соцразвития, и активно работаем уже в течение 15 лет, и на этот раз тоже мы совместно проводим вот такие мероприятия. И волшебный портфель мы провели, с радостью школу мы провели к новому учебному году мероприятий, много мероприятий. Вот благодаря реализации этих мероприятий, чем удалось обеспечить детей? Ой, ну, мы обеспечиваем сезонной одеждой, обувью, вот, необходимые школьные принадлежности, школьная форма, вот, там, ранцы. ну, да, ранцы, там, ну, из продуктов питания тоже. И если вы позволите, хотелось бы мне очень поблагодарить наших спонсоров. Конечно. Вообще хочу обратиться ко всему остинскому народу. И вот как Амурхан сказал, сказать им огромное спасибо. На самом деле практически мало кто остался в стороне с равнодушием. Очень много, и на Леонова был штаб, мы принимали гуманитарку, и туда очень много и индивидуальных предпринимателей, и простые вот граждане приносили, чтобы наши гости, вынужденные переселенцы, не имели никакой нужды. Я хочу спасибо сказать Юлии Серых, вот. Она очень помогла, Сильва Копян, Руслан Читоев. Руслан Читоев, как только, да, вот мы открыли штаб, сразу вот столько бытовой необходимой химии привезли, и продуктов, очень много. Спасибо всем огромное, пусть Господь во 100 крат больше даст. Спасибо. Я так понимаю, что мы обеспечили всем необходимым детей, но этим детям нужно где-то учиться.
И Элла Алибекова, министр образования и науки республики, как никто другой знает, куда попали эти дети. И всем ли достались места в классах? Добрый день, коллеги. С первых же дней, когда началось пребывание детишек, Сергей Иванович ставил задачу практически на каждом аппаратном совещании, ну и на закрытых совещаниях, чтобы дети были обеспечены качественным образованием. Но он в целом уделяет много внимания системе образования, но этот случай был таким отдельным, в котором много инициатив было, как программы будут реализовываться. Мы все знаем, что в школе одна история с качеством образования, другая история с социализацией. И вы помните, наверное, сами даже со школьных лет, когда приходят новенькие, какое-то время нужно на адаптацию. Тут в школу начали приходить по 70-80 детей, новенькие дети. Конечно же, мы опасались, как воспримут дети, как будет проходить адаптация у ребят. Но, к счастью, все прошло хорошо. Первые дети, которые прибыли, они были гимнастами. И, наверное, вот интеграция дополнительного основного образования, вот эта среда, она позволила создать условия, чтобы детям было комфортно в школах. А я могу сегодня сказать, что детям очень хорошо в наших школах. Это и 44-я школа, и лицей на Сухом Русле, в котором разместились дети, 5-я Лагирская школа. Также в пригородном районе у нас размещены дети, которые сами прибыли, ну и в других школах Владикавказа. Особое внимание, ну и как в этом учебном году уже мы будем уделять, конечно же, программам дополнительного образования. Интерес у ребят к спортивным направлениям, к техническим направлениям. Есть дети, которые стали поступать в наши техникумы, что, безусловно, тоже радует. И вот буквально относительно недавно с Томиском мы начали обучение педагогов, потому что сопровождающие детишек были педагоги. Они изъявили желание, чтобы участвовать в наших программах повышения квалификации, в семинарах, которые проводит Институт повышения квалификации. Ну и эта работа тоже начинается. Я думаю, что вот то, что коллеги говорили уже, какая работа большая проведена для того, чтобы они понимали менталитет осетинский, встраивались в среду. И это включая и на уровне школы тоже, потому что большую часть времени дети все-таки проводят в школах. А я сейчас хочу, чтобы мы все вместе посмотрели с телезрителями сюжет о том, как девочка из Донбасса готовилась к 1 сентября и с каким энтузиазмом она подходила к вопросу, она, ее мама, и как им в этом помогли. Меня зовут Полина Пухно. Я из города Ясиноватая. Для 6-летней Полины Владикавказ стал новым домом. После начала спецоперации на Украине юной девочке вместе с мамой пришлось покинуть страну. Уже несколько месяцев семья живет в Северной Осетии. К городскому пейзажу с видом на горы уже привыкли, а проспект Мира стал уже родным. В городе мы бывали в музеях, бывали в библиотеке, много где были, дендрарий и парк Хитагурова, были вот в горах Унал, Цей, Верхняя Саниба. Я думаю, это самое вот сердце, да, Владикавказа, везде были, шикарная природа, все красиво. Расположилась семья в санатории «Юность». Здесь для них предоставили все условия для комфортного пребывания. Несмотря на то, что санаторий расположился в черте города, ощущают себя гости как на природе. Здесь много деревьев, что позволяет им гулять на свежем воздухе и ощущать настоящий кавказский климат. Условия у нас хорошие, мы приехали в санаторий «Юность», нас приняли, кормят пятиразовое питание, хорошо, кровати, столы, стулья, все устраивает, спасибо. В летний период большинство времени Полина и другие ребята из Украины проводили на улице, играли в прятки, классики и казаки-разбойники. Однако совсем скоро мячик и мелки сменят портфели книги. Свой школьный путь Полина начнет здесь, во Владикавказе, и пойдет в 44-ю школу. Иногда в телефоне сижу, в планшете. А потом уже читать.
потом рисую. Но я не видела школы. И парт. Хочу увидеть парт, посмотреть, какие они. Готовиться к своим первым урокам нужно не только девочке, но и маме. Обеспечить всем необходимым школьницу в такой ситуации достаточно сложно. Однако заботиться о покупке канцтоваров и школьной формы не пришлось. Полине, как и другим ребятам, которые приехали из Украины, оказали всю необходимую помощь и обеспечили девочку школьными принадлежностями. Нам оказали помощь и Министерство образования, дали форму, портфель, канцелярию, школьной принадлежности, там, что нам нужно было. Да? Министерство труда оказали помощь, вешалка добра вот у нас есть. А еще спортивная форма, обувь, краски и пластилин. Все для того, чтобы девочке было комфортно учиться. Мама выделяет и то, что помимо материальной помощи оказывали и психологическую. В Осетии встретили очень хорошо, доброжелательные люди, добрые, отзывчивые. Помощь оказали во всем, буквально во всем, и психологическая, и душевная даже. Да. Нашли друзей, много знакомых, и дети наши освоились. Я хочу сказать, даже не настолько профессионально, а вот чисто душевно, просто это все вот было, что нам очень нужно. Это быстро пролетело. Знаешь, начало сентября, и пора опять за дело приниматься вам, друзья. Сколько пробудут здесь Полина и Виктория, неизвестно. Пока что они усердно готовятся к учебному году и началу новой школьной поры. Мадина Тимирканова, Алана Бзыкова, Карина Таутиева, национальная телекомпания «Осетия и Рестон». Ну вот, судя по реакции наших сегодняшних гостей, я понимаю, что сюжет получился душевный, теплый. Вот Амурхан опознал портфель даже, сказал, что это их портфель. Свой портфель. Ну, понятное дело, что добрые дела никто не отменял, и все мы хотим всем сердцем помочь людям, которые оказались в такой ситуации, но ведь и им самим необходимо что-то делать для того, чтобы быстрее адаптироваться как-то, зарабатывать самим себе на жизнь. И для этого Министерством труда и соцразвития что предпринимается? Ну, не совсем Министерством труда, а Комитетом занятости. Так, да, да. Комитет занятости И тоже. же с ним. Да. Ну, мы почти одно целое. Да. Они провели также мониторинг. Было выявлено 40 человек, желающих трудоустроиться. Из них 23 сегодня уже официально трудоустроены. Учителями, садовниками, техничками, ну, то есть разные там профессии. И остальные почему не трудоустроены? Потому что было препятствие в гражданстве все-таки. Но сейчас вот параллельно с указом президента о выплатах вышел также указ президента Российской Федерации о снятии каких-то вот таких ограничений. И буквально вот сейчас мы общались с Альбиной Анатольевной Плаевой, все будут трудоустроены, то есть уже совсем все просто будет оформлять. И, да. Спасибо от их имени вам. Что ж, на сегодня это все. Нам представится еще много встреч с добрыми людьми, их личными историями про то, как сделать этот мир чуточку лучше. И вот, как говорил великий Далай-лама, я очень люблю эту фразу: «Будьте добры, когда это возможно, а это возможно всегда». И спасибо вам всем за это. Спасибо. Спасибо вам.